Всероссийский шахматный фестиваль «Башня Согласия» продолжает радовать жителей Ингушетии. В республику прибыли особые гости. Семья заслуженного шахматного тренера СССР, РСФСР и Грузии, чемпиона Москвы Марка Дворецкого в Ноздрановском доме культуры передала в дар Шахматной Федерации Республики ценные книги, энциклопедии и эксклюзивные пособия. Это учебник Эндшпиля называется, такая книга большая. Это, наверное, одно из таких главных исследований Марка Израилевича. Это полностью простые позиции, где остается малое количество фигур, были им очень хорошо изучены. Я как раз с ним активно тренировался в период его исследований. Он порядка 3 лет изучал эти позиции, потом еще несколько лет думал, договаривался, как книга должна, в каком виде она должна быть. Потому что одно дело, когда у тебя материал, а другое дело с помощью книги его как-то объяснить. И эта книга, когда она вышла, она в течение 2 или 3 лет признавалась лучшей книгой и у нас, и в Британии, и в Германии. То есть она действительно перевернула взгляд на Эндшпиль, и до сих пор чемпионы мира к этой книге возвращаются. То есть она стала таким, как базой, что ли, обязательной для профессионального шахматиста. Напомним, Марк Дворецкий ушел из жизни в сентябре 2016 года. Эрнест Инаркиев был одним из его учеников. Чисто в человеческом плане Марк старался развивать общую культуру и спортивные качества. И это, конечно, давало тот эффект, который привел к тому, что, в принципе, считают, кто говорит, самый лучший, во всяком случае, один из лучших тренеров в мире. И библиотека и книги, которые он оставил, я думаю, еще долго послужат на благо шахмат. И мне очень приятно сказать, что поразило республика, честно говоря, мало что знали. Они только перед поездкой немножко постарались познакомиться. То, что видели, очень сильно впечатлило. Магаз и башня, и парк славы. Замечательно. То есть хочется пожелать республике успехов. Она идет очень такими сильными, мне кажется, шагами в развитии своем. Это человек, который не просто тренер, который действительно многим помог. Инна Яна рассказывал о своих учениках. Это все лучшие шахматисты мира. Артур Юсупов, он был 3-м в мире в свое время. То есть он проиграл матч только Анатолию Карпову, полуфинальный. Да. В случае победы он бы уже играл матч за титул чемпиона с Гарри Каспаровым. То есть очень большие результаты были. Но это еще в первую очередь большой мыслитель, который оставил след в шахматах. И побывать и в этой лаборатории творческой, да, то есть как он придумывал эти идеи. И, конечно, масштаб личности, который за этим стоял, потому что я уверен, что нельзя быть профессионалом высокого уровня, не обладая какими-то такими личными качествами, очень мощными, очень сильными. И это, конечно, на меня оказало очень большое влияние. Я очень рад, что у меня был в жизни такой период.